18 октября 1921 года была основана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Просуществовала она всего четверть века. В 1920 году большевики смогли установить в Крыму советскую власть, а уже весной 1921 года в Крыму побывал член коллегии Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султангалиев. Реальность, которую он наблюдал в Крыму, ужаснула его. По завершении поездки он направил Сталину, тогдашнему наркому по национальностям, доклад, в котором в жесткой форме написал о многочисленных ошибках, которые были допущены новой большевистской властью в Крыму. Султангалиев отмечал, что национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Установить нормальное положение дел может ряд мер, и прежде всего декларирование Крыма автономной Советской Социалистической Республикой с Конституцией и немедленное удовлетворение земельной нужды татарского малоземельного крестьянства. Как следствие, 13 мая 1921 года на областной конференции крымских татар-коммунистов было принято постановление. В нем говорилось, что целесообразной государственной формой для Крыма станет провозглашение его интернациональной республикой, входящей в Российскую Федерацию. Наконец, 18 октября 1921 года постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совнаркомом была образована Крымская Советская Социалистическая Республика, автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти и управления. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татарский и русский. Председателем Крымского ЦИК стал Юрий Гавен. Председателем правительства Крыма Сахиб Гарей Саидгалиев. Как и в других автономных республиках, в Крыму провозглашались принципы приоритетного развития национальных групп, в особенности крымско-татарской. Но учреждение автономии носило в значительной мере декларативно-пропагандистский характер. Уже в 30-х годах стало понятно, сталинский курс на практике решительно дрейфовал к возрождению великодержавности. Со второй половины 20-х шли постоянные репрессии под лозунгом борьбы с местным буржуазным национализмом. После расстрела в мае 1928 года главы Центрального исполнительного комитета Крымской АССР Вели Ибрагимова, репрессии в отношении крымско-татарских партийных руководителей и представителей культурной элиты стали нормой. Логическим завершением этого сталинского курса стала депортация крымских татар в 1944 году и упразднение автономии в 1945.